Посмотрите, это порт Александрии. Почему Люля так кричит? Потому что он александриец. Он скучает по своей родине. Это самый красивый город в мире. Для каждого человека его родина прекраснее любой другой страны. Но Александрия действительно самый прекрасный порт из всех. Посмотрите на него, чтобы убедиться в этом. Он действительно прекрасен. У этого порта очень богатая история. Она насчитывает более 4000 лет. Больше 4000 лет? Да, его построили древние египтяне на западе острова фараона Аффарус. И этот порт назывался Ракуда. Город тоже был построен во времена фараона? Нет, только порт. Сам же город был обычной деревней рыбаков, но очень красивый. Александр Македонский увидел ее во время своего путешествия и решил построить на этом месте город и назвать своим именем. И на месте этой деревни вырос прекрасный город Александрия. А Александр Великий упоминается в Коране Как это? как Зуль-Карнайн. Эти сведения недостоверны. Да. Я думаю, что Зуль-Карнайн – это персидский правитель Кир. Нет, это Александр Македонский. А я говорю, что это Кир. Нет, Александр. Нет, Кир. Прекратите спорить. В Коране сокрыто то, кем был Зулькарнайн, и век, в котором он жил. Потому в этом рассказе важен смысл. Я ничего не понимаю из того, о чем вы говорите. И особенно, кто этот Зуль-Карнайн? И что это за рассказ такой? Я расскажу тебе эту историю, когда мы причалим. Чай с мятой. А после чая я приглашу вас отведать самую вкусную рыбу на свете. Рыбу. Нам уже надоело есть рыбу. Рыба здесь отличается от той, что ты ел. А разве они не из одного моря? Все дело в искусстве приготовления. Что ты понимаешь? Это ты ничего не понимаешь. Хватит. Вы не рассказали мне о двурогом, капитан. Хорошо. Зулькарнайн был праведным человеком и считался одним из величайших военачальников в древние времена. Вы знаете, почему его назвали двурогим? Потому что он держал в своих руках землю и правил в ней, так же, как пастух твердо держит быка за рога. А ты, Марджан, что думаешь об этом? Я думаю, что его назвали так, потому что он дошел до Востока и Запада. Да, вы оба правы. Зулькарнайн странствовал по земле, чтобы исправить положение и призвать людей к единобожию. И Аллах дал ему власть на земле и сделал его сведущим в науках о человеке и военном деле. Сгибай ногу в колени, на которую опираешься, когда ты наносишь удар. Как прикажете, господин командующий. Нападай. Не нападай, как бык. Не забывай про равновесие. Простите, Зулькарнайн. Матар, Укап, Приказывайте, Зулькарнайн. жду вашего приказа. Я хочу, чтобы усиленно тренировали равновесие и выносливость. Заставьте их переплывать озеро на деревянных досках. А это не слишком тяжелое испытание? Я не хочу видеть в своем войске того, кто не справится с ним. Также заставь их перемещаться ползком под огнем. Как прикажете, господин. Отдыха не будет до тех пор, пока тренировки не пройдут как следует. Кто упадет от усталости, сразу уходит из войска. Отдыхай. Добро пожаловать, господин командующий. Как состояние наших раненых? Большинство из них идут на поправку. Есть 2 случая, о которых мне нужно посоветоваться с вами, если, конечно, у вас есть время. Командующий не ел с самого утра. Больные не могут ждать. Сначала осмотрим их. Это больной лихорадкой. Мы пытались сбить его температуру всеми способами. Попробую сбор этих трав.
Открой рот, брат. Я сам напою его, господин. И лишишь меня вознаграждения? В этом излечении по воле Аллаха. Он начал потеть. Это хороший знак. А вот другой случай. Это отравленная стрела. Единственный выход – это высосать яд немедленно. Господин, это опасно для вас. Но это единственный способ спасти его. Торговец, я хочу немного мяса, но у меня только серебряник. Тогда возьми мясо бесплатно. Бесплатно? Да благословит тебя Аллах. Лучше проси благословения на Двурогого, благодаря которому везде царят справедливость и благо. О Аллах, прости ему, если небрежно относился к людям. Укап, где ты? Я здесь. Я с утра ничего не ел. Сейчас не время есть. Ты должен немедленно встретиться с командующим Зулькарнайн. Немедленно? Вы спрашиваете себя, для чего это собрание глубокой ночью? Несомненно, у мудрого командующего на это есть свои важные причины. Готовьтесь к походу. Снова поход? Вы прошли большую часть земли, господин. Именно как ты и сказал. Большую часть, но не всю. Я должен побывать везде, чтобы убедиться, что не допустил небрежности в правах людей. Почему вам все время кажется, что вы сделали упущение? Знание и власть – это испытание для человека. Аллах испытывает меня силой и знаниями. И я должен быть благодарным в любом случае. И в чем, по-вашему, господин, проявляется благодарность? Самое меньшее – это посвятить свое время служению народу везде и всюду, распространяя среди них призыв к единобожию и помогая в мирских делах. Отправимся завтра, если вы хотите. Мы отправимся ночью. Я пойду вместе с командующими Матаром и Укап, и их войсками, а остальное войско я оставлю здесь охранять людей. Тишина. Тишина, господа, члены уважаемого совета Урубистана. Тише, пожалуйста. Господин Эпинес, все земли Урубистана грабят, и пользу от них получает только небольшое количество людей. Где доказательства? Спросите голодающих, нищих и угнетенных, чьи земли захвачены и дома отобраны. Я протестую. Слова Петра оскорбительные. Я, как ответственный за безопасность народа, утверждаю, что не было ни одного преступного деяния. Ты ненавидишь господина Марка, потому что он богаче тебя. Это не так. Я просто говорю правду. Прекрати волновать людей и распространять чувство гнева и недовольства среди народа Урубистана. Он заслуживает наказания, господин. Давайте сместим его с поста и дадим покой нашим душам от его вечного недовольства. Эти люди, почему они сидят как больные? У вас есть немного воды для нас и наших лошадей? Вода. Мы обессилели от жажды, мы на грани смерти. Как же тогда вы живете? Ждем, пока пойдет дождь, чтобы собрать воду в большие емкости. А почему вы не роете землю и не ищете там воду? Вода? В этой безжизненной земле? Как? Я выведу вам воду. Что он делает? Он безумец? Да как ты смеешь? Остановись, Батар. Мы пришли сюда не причинять вред людям, а помогать им. Вы можете копать здесь. Вода, господин. Вода. Я не верю своим глазам. Мы жили над водой и не знали этого. Как мне отблагодарить вас? Это не меня надо благодарить. Благодари того, кто даровал вам это благо. О ком ты говоришь? Об Аллахе Едином.
который сотворил нас и даровал нам благо, чтобы мы поклонялись Ему и благодарили Его. Петро, я боюсь, что они убьют тебя. Не бойся, Джоанна. С нами случится только то, что предписал нам Аллах. Твоя вера в Аллаха и то, что ты перестал поклоняться идолам, вызывает гнев большинства жителей Урубистана. Они меня не волнуют. У них есть деньги и власть, и они могут легко причинить вред тем, кто не поддерживает их. Кругом ужасная несправедливость, и мы должны остановить это. Как? У нас нет ни оружия, ни денег. К тому же большинство людей поддерживают их притворство. Ты права. Как бы я хотел, чтобы на этой земле господствовала справедливость, и нами управлял сильный и благочестивый человек, как двурогий, о котором мы все слышали. Где мы и где он? Мы живем на Крайнем Западе, и расстояние между нами и им огромно. Чтобы его преодолеть, понадобится много месяцев. О Аллах, Тебе одному восхваление и Тебе одному благодарность. Мы не хотим, чтобы вы уходили, господа. Мы сделали то, что должны были. Вы не можете остаться с нами еще несколько дней. Так решил командующий двурогий. Мы хотим, чтобы ты остался с нами, благородный господин. Воспряньте духом и склоняйте свои головы только перед Аллахом. Я научил вас рыть колодцы и выращивать урожай в пустыне. Спустя годы на ваших землях вырастут пальмы и будут кормить ваших детей. Молитесь Аллаху и благодарите Его. А теперь куда мы направляемся, господин? На запад. Войско Зулькарнайна стоит у ворот города. Выполняйте свой долг. Война! 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 Люди, подождите! Зачем воевать с двурогим? Он праведный и справедливый человек и не грабит земли, в которые вступает. А в чем вина наших детей? Вы предатели. Вы поддерживаете захватчика. Мы убьем их! Не сейчас. После того, как дадим отпор Зулькарнайну и его войску, мы вернемся к нашим предателям. Вы уверены, что мы сможем противостоять войску Зулькарнайна? Я уверен, что... Что это? Землетрясение? Землетрясение! Хуже, это вражеское войско! Люди, я пришел к вам не как ваш враг или желая захватить ваши земли. Я пришел, чтобы распространить благо и справедливость среди вас. Что вы думаете? Тут не о чем думать. Мы должны сдаться. Командующий, забери все, что хочешь из нашего золота, земель и рабов, но не убивай нас. Как мы поступим с этими людьми? Держите их в неволе, пока я решу, что с ними делать. Интересно, нас убьют? Конечно, убьют. Мы бы так же поступили с нашими врагами. Это конец. По вашей вине мы все тоже пострадаем. Как мы поступим с пленниками? Конечно, мы будем ждать приказа командующего. Но он занят. Оставь его. Он уединился с Господом и восхваляет его на закате. Посмотрите. Солнечный диск похож на пламя, которое вот-вот потухнет в море. И я не знал, что наш командующий еще и поэт. Сейчас он не командующий войском, а поклоняющийся, созерцающий красоту заката. Пресвят Творец всего этого. Каждый день мы наблюдаем закат, и каждый день он разный. Какое чудо сотворил Аллах. Велика его сила. Господин, как мы поступим с пленниками? Мы накажем угнетателей, чтобы они вкусили несчастье на этом свете, чтобы это было уроком для других. А затем Аллах подвергнет их большим мучениям на том свете. Все эти люди были порочными. Мы накажем их всех? Нет, невинных и слабых людей не за что наказывать.
Они не противостояли этой несправедливости. У них не было иного выхода. У них не было сил противостоять этому. Тогда мы принесем им пользу? Не только это. Мы отвернем от них несправедливости и пообещаем им то, что их порадует. Хвала Аллаху, который дал мне власть на земле, сделал меня победителем и внушил мне, как разумно править. Именем Аллаха, милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том свете. Они станут спрашивать тебя о Зулькарнайне. Отвечай, я поведаю вам рассказ о нем. Воистину, мы поддержали его на земле и даровали ему пути достижения всего желаемого, и он выбрал один из путей. Он шел и прибыл, наконец, к месту, где закат солнца, и обнаружил, что оно заходит в мутный и горячий источник. Около него он нашел неверных людей. Мы сказали: «О, Зулькарнайн, либо ты их подвергнешь наказанию, либо окажешь милость». Он ответил: «Того, кто грешен, мы накажем». А потом он предстанет пред Господом своим, и он подвергнет его суровому наказанию. Тому же, кто уверовал и творил добро, прекрасное воздаяние. И мы велим ему исполнять то, что легко. Истину говорит Аллах. Кто сделал Зулькарнайна правителем этих людей? Его войско или люди, которые сами избрали его правителем? Ни те, ни другие. Аллах Всевышний приказал двурогому быть правителем и поставил перед выбором наказать или же помочь. И он выбрал наказание для угнетателей. И помощь для правоверных. Потому что он правил справедливо, дела в государстве пришли в порядок, и все благодаря справедливости Зулькарнайна. А что с ним случилось после этого? Зулькарнайн понял, что он выполнил свой долг в этом месте и посвятил себя походам на пути Аллаха. И куда же он направился? И что сделал? Разве ты не обещал угостить нас вкусной рыбой? Сначала поедим, а потом я расскажу вам, что случилось с Зулькарнайном. الإسكندر الأكبر مذكور في القرآن الكريم. كيف هذا؟ إنه ذو القرنين. أؤكد لك أنه كورش. هل تعرفون لماذا أطلق عليه لقب ذو القرنين؟ لأنه كان يمسك بقرني الأرض ويتحكم فيها كما يمسك الراعي بقرني ثوره وهو يقود. وأنت يا مرجان ما رأيك؟ أرى أن الاسم سببه أنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. استعدوا للسفر. لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس. لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا. وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان. يا سيد هابينس، إن أراضي غروبستان تنهب كلها ولا يستفيد منها إلا قلة من الناس. أنت تحقد على السيد ماركو لأنه أكثر منك مالا. هذا غير صحيح، إنني فقط أقول الحق. ماذا سنفعل بهؤلاء القوم؟ سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل. أحس ذو القرنين أنه قد أدى مهمته في المكان وتاقت نفسه للارتحال في سبيل الله.